Я хоть и на диете, но мне сегодня захотелось чего-то сладенького. И у меня в моих рецептах, которые мне рекомендовала мой диетолог, есть шарлотка на безглютеновой муке или из безглютеновой муки. Короче говоря, на муке из риса. Так, ну я немножко буду смотреть на шпаргалку, потому что я такую не делала. Так, значит, что нам нужно? Стакан вот такой вот рисовой муки, 5 желтков, 5 белков, ну 5 яиц получается, 4 столовые ложки меда и 3 небольших яблока и разрыхлитель. Яблоки у меня домашние, ну, не презентабельные, но ничего, для дома можно. Так, значит, что будем делать? Дело в том, что немножко расскажу, почему я захотела это все. Вот как только заболела, со вчерашнего дня мне так хочется именно вот коржики моего детства. Прям вот я даже чувствую этот запах, хотя у меня нет сейчас обоняния, если честно. Но, во-первых, коржики мне нельзя. Во-вторых, я не думаю, что это коржики из моего детства будут, потому что несколько раз я их ела, они мне не понравились. А в моем детстве, в нашем детстве, вернее, кто из СССР, вы, наверное, помните, что в школах всегда в буфетах были эти коржики. Но это не к месту. Конечно, я сейчас готовлю не коржики, а шарлотку. Так, ну все, приступим. Поэтому, ну, вспомнив коржики, я вспомнила, что у меня есть, ну, вот такая вот шпаргалки у меня. Я их себе из телефона, Ибрагим мне их, как называется, что ты мне с ними сделал? Распечатал. Распечатал, чтобы знать, что и как готовить. И, друзья, у меня много там, ну, немного, но есть комментарии, которые возмущаются моей диетой. Я потом потихонечку вам объясню, что и как. А сейчас начнем шарлотку делать. Так, значит, 5 белков. И 4 столовые ложки меда мы взбиваем. Так, друзья, теперь мы взбили до хорошей пены, и теперь добавляем желтки. И потихонечку тоже перемешается это все. Это все перемешивается. Я нарежу яблоко, друзья. И я забыла сказать, что мне еще нужно 90 грамм сливочного масла. Так, друзья, значит, сегодня камера стоит совсем по-другому. Ибрагим ушел. Значит, нам нужно теперь стакан этой муки с чайной ложкой разрыхлителя добавить сюда потихонечку, уже перемешивая руками. Ну, как руками, лопаточкой. Не миксером, я имею в виду. Так, друзья, и теперь я смазала формочку маслом. И теперь будем укладывать наши яблочки на дно формы. У меня, к сожалению, нет лимона. Если бы был лимон, то сбрызнут, яблоко бы так не потемнело.
Я эти 2-3 дня только и делаю, что пью горячую воду с лимоном. Ну вот как-то так. И оставшиеся яблочки ложим сверху. Ну, было бы здорово, если бы яблоки были, конечно, одной формы. И дольки были бы красивые. Ну, ничего. Лишь бы шарлотка была вкусной. И как бы перебила мне мое желание поесть коржики. Эти ставим. Ну вот. Духовку я уже разогрела. Ну, минут на 20, на 25. Поставим духовку, а там посмотрим. Друзья, моя шарлотка готова. Вот такая она получилась. Немножко дадим остыть. Ой, вот она. Ну и вот, друзья, вот такая вот шарлотка. Это я для себя оставила, а это мальчикам. Их на эту шарлотку я немножечко сахарной пудрой посыплю. Так. Сидят, хотят к чаю по-быстрому и не дали даже остыть. Не пробовала еще, не знаю, какая на вкус она. Сейчас попробуем, и я вам скажу. Так, надо, может быть, в разрезе показать еще. Вот. Вот такая вот она получилась. Друзья, поверьте, очень вкусная. Так, друзья, и теперь я хочу сделать себе овощной торт. Ну, именно для себя сейчас. Сегодня как бы вот так вот.
Значит, ну, овощной торт, как всегда. Картошка, картофель, морковь, свекла, соленый огурчик, яйцо, зелень, зеленый лук и майонез, который мне еще позавчера делала моя дочка. Когда была у меня, помогала мне по дому, когда я первые 2 дня болела. Вот она его сделала, это на оливковом масле, мне его можно. И вот сейчас буду собирать понемножечку и буду вам говорить. Может быть, кому-то не нравится, что про диету. Ну, не буду так часто говорить, но сегодня все-таки поговорю. Друзья, и кольцо у меня где-то есть, но не буду его сегодня искать. Просто не хочу идти туда на улицу. Сделаю просто для себя. И вообще-то вот показывать-то по идее нечего, но хочу поговорить. Есть, как я сказала, уже вопросы про мою диету, что это неправильно, что это правильно, что не к тому врачу обратились, лучше к врачу. Я понимаю это все. Но, мои хорошие, я понимаю, что вы заботитесь обо мне, что вы мне хотите хорошего. Но дело в том, что на диету я села не из-за того, что там у меня камни в моем желчном пузыре. Я знаю, что все равно их нужно убирать, но это была моя необходимость, понимаете? Просто пока я не делаю уже эту операцию. А мне нужно было немножко скинуть. Даже пускай я не скидываю, мне нужно было остановиться, не есть так много. Хоть это и стыдно говорить, но я слишком много ела. Действительно. И когда люди говорят, что вот, ну я не ем, но все равно поправляюсь, это никогда в жизни неправда. Если мы не будем есть, то мы не будем поправляться. Если мы не будем есть лишнее, тем более. И дело в том, что все вот... Ой, мамочки, многие... Так, у меня тут соль морская, чуть-чуть присыплю. Много не буду. Дело в том, что... Еще лучок немножечко. Что надо было, наверное, сначала майонезик, а потом лучок. Ну ничего. Я же не сидела ни на какой диете до этого, понимаете? Я ела и жареное, и мучное, и все подряд, и без передыху, можно сказать. То я не думаю, что мне сейчас от того, что я, наоборот, не ем лишнее, что мне может быть хуже. Понимаете? Если мне не во благо, то во вред эта диета не будет, по-любому. Сейчас-то я еще контролирую себя во всем, и жареное не ем. Но и масло почти совсем не ем я это масло, тем более топленое. Ем, конечно, оливковое масло, понемножку заправляю салаты. Ем сливочное масло, ну, буквально грамм 20 на завтрак с этими хлебцами безглютеновыми. Я не думаю, что мне эта диета может повредить. Ну, ни в коем случае, потому что она могла бы мне повредить, если бы я до этого так не питалась. А я питалась еще хуже, намного хуже. Я действительно ела все мучное, жареное, пирожки, все, что я показывала на канал, я же все это ела. И поэтому, ну, давайте не будем говорить, что, во-первых, диеты разные, врачи разные, мнения всевозможно разные. Я никого ничему не учу. Из-за того, что я все время вам что-то о себе говорю, я и это просто сказала, что да, я вот какой-то диеты придерживаться начала. Пока я не вижу в этом ничего плохого. Во-первых, мне ничего не надо как-то терпеть, все нормально. Первые несколько дней, как я сказала, немножко хотелось чаю, конечно, сильно. Именно чаю. Я даже не хотела больше ничего, как только сколько чая. Мне хотелось выпить чаю. Именно с сахаром. Но я один день перетерпела, хотя она мне давала слабинку, сказала, вот, ну, понемножечку убавь. Я взяла и резко оставила, потому что, я не знаю, я боялась, что я не смогу потихоньку оставлять. И действительно, все, тяга к этому прошла. Конечно, иногда хочется чего-то. Зачем врать кому-то или себе? И что есть, то есть. Иногда хочется чего-то вот перекусить, но все равно я пересиливаю себя. Просто начинаю думать, знаете как, ну поем я это, ну сейчас я поела, и что? И что с этого будет? Ничего, там, сколько там, минуты 3-4 наслаждения, что ты там поела, что ты хотела, и все, в принципе. Ну вот видите, сегодня же сделала шарлотку, поела,
И вроде бы все успокоило, сладкого не хочу. А эту шарлотку в крайнем случае мне можно. Недельку один раз я могу ее испечь, поесть. А потом, когда, например, я скину вес, какой я хочу, например, до какой степени я хочу похудеть, я потом уже могу есть и побольше, и мучное, но не мучное, но мучное, но только из рисовой муки, из кукурузной муки. Я могу есть кукурузный хлеб, я могу рисовые лепешки делать. Много чего. Ну, просто пока, чтобы немного скинуть лишний вес. Так, вы извините, что я делаю руками. Это чисто для меня. Поэтому, друзья, ничего такого в этой моей диете нет. Ой, этого нельзя, этого нельзя. Я знаю, что это все мне нельзя, но я и до этого, опять-таки повторюсь, я этого не придерживалась. Как я сказала, я ела и жареное, и соленое, и копченое, и хоть какое, без всякого ограничения. Тут иногда, когда начиналось подтягивание и боль в правом боку, я немножко просто ограничивалась именно вот в жареном и в таком. А так, все так же. Поэтому давайте не будем меня, наверное, обсуждать, рассуждать, что там плохой врач или еще что-то. Будем считать, что я просто без врача даже сижу на диете. Вот я так захотела не есть хлеб, не есть это самое. А в остальном все мои предпочтения как бы соблюдаются, можно сказать. Вот. Мясом я и так ела, и запеченное, и вареное, в каком хотите виде мяса. Вы же, кто со мной давно на канале, вы же знаете, вот все, что я готовила, я ела вместе со своей семьей. И дело в том, что вот я как сказала, хоть еще раз повторюсь, стыдно этом признаться, я не просто ела, а я просто обжиралась. И это нужно было как-то остановить. И я это остановила пока, а там посмотрим. Я не уверена, что... Точно не уверена, но очень хочется, чтобы это было остановлено. Так, прервали меня. И поэтому вот как-то так. Я же никого не уговариваю сидеть на этой диете или идти к этому врачу или еще что-то. Каждый сам себе выбирает, что он в этой жизни хочет. И каждый смотрит со своим организмом по-любому. Во-первых, она не заставляет меня насильно что-то делать, и чтобы я как-то свой организм насильно что-то с ним делала. Во-вторых, она мне дала, я купила ферменты, которые мне нужны, чтобы мне не повредить мой желчный пузырь пока. Чтобы резко это все не произошло у меня, понимаете? Человек, хоть некоторые и говорят, что ничего не знающий врач, смешно, что она там рекомендует, и все это мне нельзя. Но я же уже почти месяц на этой диете. Наверное, если бы что-то произошло, то уже бы произошло, мне кажется. Если бы мне было плохо. Она меня контролирует, она меня ведет, спрашивает каждый раз. Я записываю после каждого своего принятия пищи, что и как у меня происходит с организмом. Понимаете? Это не просто так вот я поела и пошла. Если я поела, мне помешало или что-то, значит, этот продукт мы исключаем из моего рациона. Понимаете? Это не просто так. Вот писали про квашеную капусту, что квашеную капусту нельзя, что там много желчи выделяют, что свежую капусту нельзя. И когда я ела цветную капусту свежую, никакой реакции цветная капуста мне не сделала, друзья. Квашеная капуста, скажу вам честно, да, немножко она мне помешала. Но я же эту квашеную капусту ела целыми, можно сказать, целыми чашками, тарелками, тазами, если даже сказать грубо. То от того, что сейчас я ее поем, это тоже ничего не значит, но мы ее исключили пока. Пока я ее не ем. Вот. А свежая цветная капуста мне ничего не сделала. И свежая обычная капуста, и салата из обычной капусты, заправленный уксусом яблочным, тоже мне не помешал. Так что, друзья, не волнуйтесь. Спасибо, конечно, огромное всем спасибо, что волнуетесь, что, может быть, мне навредит. Но мы стараемся, чтобы мне не навредило. И этот врач старается, и я сама тоже прислушиваюсь к своему организму.
конечно, ничего, чтобы мне повредило, мы не сделаем. А операцию, конечно, в любом случае я ее сделаю. Рано, поздно, но сделаю. Но к этому мне тоже надо прийти. Я опять-таки знаю и повторюсь, что это несложная операция, что все, кто я знаю, но не готова я к этой операции. Не знаю почему. Друзья, просто я не готова. Мне нужно подготовиться. Вот такие вот дела. Поговорила с вами по душам. Надеюсь, вы меня поняли. Надеюсь, вы меня не будете осуждать. Многие меня поддерживают тоже. Но опять-таки я скажу, я чувствую, что все, что мне пишется из уважения ко мне, из любви ко мне. Я это понимаю, я это ценю. Огромное вам спасибо. Мы очень осторожно ведем мою диету, очень осторожно. Не думайте. Каждое блюдо ем тоже осторожно. Вот сегодня сделала овощной торт. За весь месяц я его не делала. Хотя он у меня в рецепте есть. Она мне вот на 14 дней рецепты выписала. Он у меня есть. Вот сегодня кусочек его. Вот его уже на 4 раза мне хватит, если даже не больше. И вот так вот, короче говоря, друзья. Иногда хочется чего-то, да, вот из-за того, что вот сейчас заболела, мне бы очень хотелось домашней куриной лапши с супом. Ну, супчик из домашней куриной лапши, из домашней курочки. Но сначала хотела, думаю, раз сильно хочу, может быть, давай-ка сделаю. Нет, я просто отварила домашнюю курочку, съела себе кусочек этой курочки, запила хорошеньким бульоном с перчиком, и все нормально. Это мне можно. Ничего, без лапши тоже можно прожить. Как-то себя можно перевести на это. У меня, в принципе, по большому счету, не очень много и лишнего веса, смотря на каких-то вот очень полных женщин. Но это тоже их выбор. Я не знаю тоже, смогу ли я удержать там вес, который скину. Это тоже вы сами увидите, если будете со мной. Так что посмотрим. А когда будет ровно месяц, как я на диете, я взвешусь и скажу вам, насколько похудела. Мои дорогие, добрый день. Дядя Халча, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. И, друзья, пришла посылка, вернее, сюрприз от моих детей, который им не удалось осуществить к дню моего рождения. Оказывается, я уже говорила, что они сложились все и заказали для меня микрофон, потому что у меня плохая слышимость в моем телефоне. Не знаю почему, но очень плохая слышимость у этого телефона. Многие начали жаловаться, хотя телефон хороший, снимаю я на айфоне, но такая проблема. Говорят, у некоторых телефонов бывает такая проблема. Короче, микрофоны у меня были, вы знаете, аж 4 микрофона проводные. Я с ними не справляюсь, не знаю, они у меня ломаются. И вот мои дети решили мне подарить уже беспроводной телефон. И мы посмотрим, что это. Я, в принципе, не знаю, что и как. Телефон, ма? Ой, микрофон. Посмотрим, что же оно из себя представляет. И будет ли лучше слышно, сами поймете. Сейчас, конечно, у меня вообще голос осипший, что я сама себя еле слышу. Так. Боя. Ни название, ничего я не смогу сказать. Говори ты. Фирма которая у нас еще проводные микрофоны, которые были, это от той же компании. Угу. Боя, я сейчас не помню. WU. Где ее Там открывать? должно было написано. Просто это. Да, сначала Всё. кепку. Так. С зарядным кейсом. Можно переносить. С разными переходниками. А там должна быть инструкция и дополнение на ноутбук Мадине. 6 таких я уже ей приклеил. Это инструкция. Вот написано название. В принципе, это не реклама, это мой подарок. Друзья. Может быть, кого-то заинтересует. Да, может быть, кого-то заинтересует. Отзывы я оставлю потом, когда уже мы начнем пользоваться этим микрофоном. И надеюсь, он у меня уже не будет ломаться как проводной.
Мои дорогие, доброе утро. Ирзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так» у Лейлы. Утро мое начинается вот с такого количества теста для блинов. Надо быстро отправить всех моих на работу, на учебу, кто кого куда. Поставила 2 сковороды, чтобы было быстрее. Ну, забирай, забирай. Ибрагим уже должен выходить, поесть быстрее, так что блины у меня не соберутся быстро, друзья. Так, и оцените мой микрофон, конечно. Слышно ли вам хорошо или нет. Надеюсь, мне сейчас не надо громко разговаривать. Я старалась говорить громко. Во-первых, у меня в телефоне была еще одна проблема. Первые секунд 10 звук у меня не появлялся, только через 10 минут. Ой, 10 секунд. Поэтому меня иногда бывало не слышно, потому что я забывала, что нужно 10 минут подождать, там что-то сказать. Сразу начинала говорить. Есть там вон на полке, я вчера вроде бы поставила малиновое варенье. Вот так вот, друзья. Ну все. Так что давайте вместе со мной печь блины. Так, ну вот, друзья, мальчики поели, все разбежались. Сегодня все прям на работу, на учебу, кто куда. Теперь буду завтрак готовить для себя и завтракать. Как вы знаете, мама сюда не заходит, маме пришлось мне отнести к своей комнате, потому что подниматься на ступеньки и спускаться день по 2-3 раза ее коленки не позволяют. Ну, мы будем надеяться, что скоро мы будем все завтракать за одним столом, уже в преображенной кухне. Ну что, друзья, на этом сегодняшний свой влог я закончу. Вернее, влог из 2 дней, если честно. Вот помыла посуду, вытерла, теперь поставлю на место, ну и займусь дальше своими делами. А это уже будет, наверное, в следующем ролике. Так что, друзья, оставайтесь со мной. И я вам всем очень-очень благодарна, что вы мне желаете здоровья, что вы мне пишете хорошие комментарии. Иногда такие комментарии бывают, что у меня даже слезы наворачиваются на глазах. Вот так вот я ставлю телефон иногда на эту башенку, иногда на подставочку. Смотрю или какой-то фильм, или девочек, которых я хочу поддержать, своих знакомых блогерш, мою посуду. Ну, 2 в 1, чтобы и было и приятно, и полезно. Ну все, на этом все. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Ну вот как-то так сегодня.